Так теперь выглядит дом Ибрагимовых, в котором семья прожила всего год. Потолок обвалился, все стены в копоти, а от крыши не осталось ничего. Утром 21 января, когда в доме все еще спали, случился пожар. Часиков в 4, в полпятого послышалось, как будто бы по крыше шел дождь. И через несколько секунд стало сильнее, как грохот, свист, как град. Испугались, думаю, что такое, как бы посмотреть. Отдернув штору, да, на окне, посмотрела отражение, увидела пламя горящего. Но даже не подумала, что свой дом горит, потому что запаха дыма в доме не было. Он пошел, посмотрел и увидел, что это чердак. И там было уже такой огонь сильный, что уже сам не потушишь, бессмысленно было. И стали будить детей, быстрее выходить, и тут же одновременно вызывать пожарную. Несмотря на усилия пожарных, часть дома сильно пострадала. Пламя полностью уничтожило кровлю. Жить здесь сейчас невозможно. Из-за проливки жилище оказалось в воде, пострадала мебель и техника. Этот дом Руслан Ибрагимов начал строить с нуля 9 лет назад. Семье удалось пожить в нем всего год. У нас как бы дом поделен на две части. В одной части живем, одна часть дома была основная, большая, другая поменьше. Сам дом 14 на 12. Живя в той части маленькой дома, мы строили эту часть. Год назад мы переехали в основную часть дома, так как здесь нужно было больше материала, больше средств. Глаза Русланбея полны отчаяния. В середине зимы его семья осталась без крыши над головой. Руку помощи протянули все неравнодушные к чужой беде люди. Сейчас в доме погорельцев ведутся работы. Уже удалось частично разобрать крышу, вывести строительный мусор. Я житель соседнего села, услышала о беде у знакомых своих близких и сразу же оставил все свои дела и бросился им помогать. Сейчас мы на этапе разбора крыши, потом уберем весь мусор и уже, иншаллах, будем заново накрывать крышу. Сейчас зима, холода, получается, электричество у дома отключили из-за пожара. Хотелось бы, чтобы люди помогали. Масштабы, конечно, очень большие, вся крыша сгорела. Джимат Саусон не остались в стороне, пришли, помогли. 2 детей маленьких, оба в школу ходят. Все, что мы можем, делаем. И призываю, чтобы тоже помогли, кто чем может, конечно. Сейчас семья Ибрагимовых временно проживает у родственников. Для восстановления дома и создания хотя бы минимальных условий им необходима финансовая поддержка. Ульвия Ханам и Русланбей обращаются за помощью ко всем неравнодушным. Никто от этого не застрахован. Все мы люди. И единственное, что просто немножко помощи и все. Помочь семье можно, перечислив средства на карту.